Еще один ухтинец по решению суда получил компенсацию за нападение бродячих собак. В декабре минувшего года беспризорные животные откусили мужчине фалангу пальца. Стая из 7-8 особей напала на него 17 декабря ранним утром в районе жилого дома по улице Железнодорожной. Псы повалили ухтинца и начали кусать за руки и тело. Пострадавшего в итоге доставили в травматологическое отделение. За понесенный ущерб спустя 10 месяцев суд взыскал с ухтинской администрации в пользу пострадавшего 100 тысяч рублей. При этом он сам рассчитывал на сумму вдвое больше. В ходе рассмотрения таких исков администрация тоже признает, что имеет место, не оспаривает факт укуса, не оспаривает также и обязанность органов местного самоуправления по надлежащему содержанию отлова безнадзорных животных. Вместе с тем иногда возникают вопросы именно по определению суммы для взыскания. Бывают случаи, когда суд не полностью удовлетворяет иск, то есть уменьшает размер компенсации. Напомним, в конце августа родственникам погибшей от нападения бродячих собак ухтинки, чье тело нашли также на улице Железнодорожной, выплатили 1,5 миллиона рублей. Другому ухтинцу, которого зимой в том же районе покусали бродячие псы, присудили компенсацию в 200 тысяч. В апреле и июле были приняты также 3 судебных решения о выплатах от 30 до 100 тысяч рублей пострадавшим от нападений бродячих псов несовершеннолетним. При этом жалобы на бродячих собак в диспетчерскую службу Ухты продолжают регулярно поступать. Так, за неполный сентябрь от горожан поступило уже 17 обращений, в том числе на конкретные стаи в районе улицы Железнодорожной. До конца месяца на территории муниципалитета действует контракт с организацией по отлову и содержанию безнадзорных животных «Добрый город». Отлавливают собаку, осматривает ее врач, 10 дней у собаки карантин, собаку потом через 10 дней стерилизуют, через определенное время, если все хорошо со швами, прививают и выпускают в те места, именно в то место, где собака была отловлена. Поэтому ответить на просьбы тех людей, которые из поселков особенно, выпустите их в лес, потому что в поселке их слишком много, мы не можем. По словам президента благотворительного фонда, агрессивных собак они стараются не выпускать на улицы. Но на сегодняшний день приют переполнен. Приходится содержать более 250 особей. Однако в мэрии города работу подрядной организации считают неэффективной. Подрядная организация нас не устраивает, как она работает. Ни одной письменной информации в адрес УЖКХ не поступило об исполнении наших заявок, в которых отправлено порядка 199 заявок в адрес Доброго города. Письменной информации не поступало, поэтому направлены у нас сейчас претензионные письма в адрес Доброго города. С начала года в рамках контрактов с Добрым городом отловлено всего 127 особей. При этом заявок от населения с января поступило более 700.